Что в новой Конституции? Об этом хотят знать как граждане, так и сами депутаты. Проект новой редакции возвращен в парламент, но его еще не обнародовали. Новое начальство, старые накопленные проблемы, так еще и других присоединенных агентств и служб. Новые министры не знают, за что хвататься и с чего начинать. Хватит лишать бишкекских детей базового права на образование. Возмущенные родители митинговали сегодня за возврат школьников за парты. Интернациональная красота, пытливый ум и харизма. Вот чем готов покорять конкурс «Мини-мистер мира» Матвей Дайнеко из нашей страны. Теперь об этих и других новостях более подробно в студии новостей Джолдош Исаков. Здравствуйте. Как судьи строят друг другу козни, рассказала антикоррупционная служба ГКНБ. Действия работников ФЕМИДы привели к наказанию коллеги, а у населения сформировало негативное отношение ко всей ветви власти. В ВКС рассказали, что теперь уже экс-председатель Свердловского районного суда Бишкека с инициалами ИЖБ в своем личном кабинете снимала на сотовый телефон с монитора служебного компьютера судебный процесс, который вел другой судья Свердловского района. В ходе этого заседания между судьей и подсудимым имел место спор. Чтобы дискредитировать судью из-за личной неприязни, как подчеркивает служба, экс-председатель умышленно уменьшала звук реплик подсудимого, чтобы скомпрометировать действия неугодного ей судьи. Таким образом, создалась видимость грубого отношения к участникам процесса. Видео далее она разместила в интернете, чем спровоцировала общественность. Впоследствии глава Верховного суда Гульбара Калиева внесла в отношении этой судьи представление в дисциплинарную комиссию, и ему вынесли предупреждение. Отмечается, что Калиева знала о действиях экс-председателя Свердловского районного суда, но не рассказала о них. На основании собранных антикоррупционной службой ГКНБ материалов в отношении нее начато досудебное производство по факту злоупотребления должностным положением. Напомним, это уже второе в ее отношении расследование. Первое касается коррупции при разработке и внедрении автоматизированной информационной системы «Местный суд». Что происходит на Торткульском водохранилище близ границы с Таджикистаном? Депутаты, обеспокоенные словами Улугбека Марипова, сегодня попросили срочно предоставить им всю необходимую информацию. Действительно ли отрезок канала, который питает Торткульское водохранилище, был отдан Таджикистану? На каких основаниях и кем было принято такое решение, хотят установить парламентарии. Вопрос, отмечают они, очень серьезный, касающийся внешних границ нашего государства. Тем более речь идет о стратегическом резервуаре с водой, столь ценной для Баткенской области. Тазабек Икрамов попросил поднять всю информацию и заслушать в профильном комитете за закрытыми дверями. А в случае необходимости даже создать депутатскую комиссию. Это водохранилище, отметим, расположено на реке Исфара и является источником пресной воды для близлежащих сел. Площадь водохранилища составляет 6,6 квадратных километра, объем 90 миллионов кубометров воды. Ежегодно в поливной сезон из него используется около 60 миллионов кубометров воды. Этот источник воды имеет для нас стратегическое значение. Если дела вокруг Торткульского водохранилища обстоят так, как сказал премьер-министр Улугбек Марипов, то мы должны срочно разобраться в этом вопросе, заслушать подробную информацию. Вопрос надо обсудить на закрытом заседании. Премьер-министр должен объяснить нам все. Это касается нашей внешней границы с Таджикистаном. Если информация подтвердится, это может принять серьезный оборот. Глава Нацбанка Кыргызской республики заявил, что отечественная финансовая система смогла выйти из прошлого года с относительно небольшими потерями. Об этом Толкунбек Абдыгулов сообщил президенту Кыргызстана Садыру Джапарову. Глава государства принял председателя Нацбанка и на встрече последний рассказал, что удалось удержать инфляцию в пределах среднесрочных ориентиров 5–7%. Кроме того, сохранились положительные показатели банковского сектора. Кредитный портфель увеличился на 11% и составил 162 миллиарда сомов, а депозиты в банках возросли на почти 20%, составив 180 миллиардов сомов. Уровень долларизации депозитов, отмечает Абдыгулов, остается на уровне 42,9%. а кредитов почти 33%. НБКР направил в общей сложности 9,6
миллиарда сомов на поддержку реального сектора экономики, ну а прибыль самого регулятора составила рекордные 8 миллиардов 484 миллиона сомов. По словам Садыра Джапарова, финансистам нужно мониторить ситуацию на финансовых рынках стран-партнеров и своевременно проводить мероприятия по максимальному снижению рисков для национальной экономики от возможных внешних шоков. Официоз был коротким, времени входить в курс дел нет. Так, сегодня премьер-министр Улугбек Марипов вводил в коллективы новых руководителей. А именно тех, кто в составе его команды пришел как новый кадр. Из 12 министров, напомним, 6 человек сменили прежних руководителей. Но не просто сели в их кресла, а приняли переформатированные ведомства. Реформа исполнительной власти началась с упразднений и объединений министерств, агентств и служб. Из тех, кто еще не был министром, в транспортно-архитектурно-коммуникационном ведомстве, Минкультуры, в Министерстве финансов и экономики и еще некоторых. Сотрудники готовятся к переменам и сокращениям. Министерство сельского хозяйства теперь называется по-другому. Министерство сельского и водного хозяйства и развития регионов. Надпись на фасаде здания еще не сменили, но это не за горами. Отметим, что новый глава этого госоргана уже сегодня приступил к работе. Этим утром премьер-министр Улугбек Марипов представил нового главу коллектива центрального аппарата министерства. Впрочем, назвать его новым нельзя. Аскарбек Джаныбеков – госслужащий с большим стажем, а на этом посту уже работал в 2012 году. По специальности министр сельского хозяйства – агроном. Как говорит сам Аскарбек Джаныбеков, он прошел путь от простого рабочего и потому хорошо разбирается в том, что ему доверили. После всех формальностей в приемной у министра было многолюдно. Прошла встреча с руководителями всех подразделений. Добавим, что в структуру Министерства сельского хозяйства теперь включен департамент водного хозяйства, а также агентство по делам местного самоуправления и агентство лесного хозяйства. Как будет работать госорган в таком составе, еще предстоит подумать, говорит министр. В связи со слиянием нескольких ведомств план работ значительно расширился. Теперь головная боль Минсельхоза не только посевные, избыт урожая, но и обеспечение населения чистой питьевой водой, развитие регионов, а еще природные леса, рощи и прочее. В регионе один из основных источников дохода в семейный бюджет – это сельское хозяйство. Да. Поэтому, развивая сельское хозяйство, я считаю, что регионы они будут развиваться. В первую очередь мы будем работать над тем, чтобы создать фермерам, сельхозтоваропроизводителям возможность увеличивать доходность за счет, в первую очередь, сокращения себестоимости. За счет чего? За счет внедрения новых технологий, новой техники, новых семян и лучших генетических материалов в животноводстве. Отметив накануне, уже бывший министр на тот момент сельского хозяйства Тилек Тактагазиев провел пресс-конференцию. Он подвел итоги своей работы, а после добавил, что сахара в стране хватит на 3 месяца. Проблемы также имеются с обеспечением страны растительным маслом. Запасов хватит на 5 месяцев. Новый министр Аскарбек Джаныбеков на этот счет твердо заявил, что дефицита ни с какими продуктами не будет. Ни по одной позиции продовольственной безопасности сегодня наше население может не беспокоиться. Все вопросы проработаны, на рынок поступает необходимое количество продуктов. Я могу уверить в этом. Первый день на своем посту сегодня провела и новый министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Гульмира Абдралиева. Коллективу центрального аппарата этого ведомства сегодня ее представил также глава правительства. В новом кабинете министров только 2 женщины – глава Минюста Асель Чунбаева и, собственно, Гульмира Абдралиева. Когда ее кандидатуру утверждали депутаты, многие спрашивали, как швейник по образованию может возглавить это ведомство. По словам Гульмиры Абдралиевой, она уже работала в системе и Министерства экономики и Министерства транспорта. Ранее заведовала отделом строительства, транспорта и коммуникации аппарата правительства. Общий стаж – 25 лет. Министерство, оно как бы и работало, и функционирует, но мы же прекрасно знаем, какие там есть подводные камни. Да? Это, во-первых, коррупция. Да? Это практически получается из всех 3 блоков у меня коррупция. Это коррупционное проявление, это и весогабариты, это некачественные дороги, это какие-либо в системе строительства, да? Вы знаете прекрасно факты. Ну и последние вот тут скандалы в коммуникационной части, это вот по частотам, да, то есть везде нужно будет
прикладывать максимум усилий для искоренения. Какова будет структура этого министерства, еще не ясно. К ведомству присоединили Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также Госкомитет связи. Разработать структуру, штатное расписание и нормативные акты нужно как можно скорее, добавляет Гульмира Абдралиева. Скорее всего, такие отделы, как канцелярия, общий отдел, финансовые и юридические управления будут объединяться. Заместители будут находиться в центральном аппарате министерства, а остальные сотрудники там, где и были. Скорее всего, там будут какие-то сокращения. Какие конкретно и сколько, конечно, еще рано, я не могу вам сказать. Отраслевые вопросы, это управление, либо отделы по отраслевым, да, они должны эту работу, конечно, вести. Будут работать профессионалы по своим отраслевым профильным направлениям. Министерство энергетики, как выяснилось, теперь будет на том месте, где раньше был Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования. Министру энергетики, как и министру транспорта Гульмире Абдралиевой, в ближайшее время предстоит командировка. Уже завтра в Алматы пройдет заседание Евразийского межправсовета. Налаживать контакты с коллективом будут после. Сперва я буду знакомиться с коллективом. А работу, я думаю, надо начать с налаживания хороших отношений с сотрудниками. Это вкратце. Отметим, из 13 глав министерств новых всего 6. На посту министра экономики и финансов знакомый коллективу Улугбек Кармышаков. Для него это рост по карьерной лестнице с позиции заместителя в главу ведомства, да еще и в ранге вице-премьера. Тоже можно сказать и про Кайрата Иманалиева, нового главу Минкультуры, информации и спорта. Анастасия Соболева, Владимир Колбалдеев, НТС. А где почитать? Граждане хотели бы ознакомиться с проектом новой Конституции, уже поступившим в Джугурку-Кенеш, и который не планируется выставлять на общественное обсуждение. Из депутатов его пока еще тоже никто не видел. Непонятно обстоят дела и с обсуждением содержания Конституции. Глава Конституционного совещания Бекбусон Борубашев перед передачей заветного экземпляра заявил, что депутаты лишь его рассмотрят, но правки уже не внесут. С чем некоторые депутаты не согласны и готовы тщательно проработать главный закон страны во всех 3 чтениях, как и положено. Успеются ли все эти процедуры до планируемого референдума, узнавала Сабина Дамаскина. Новая Конституция отредактирована и тексту изменениям не подлежит, даже со стороны депутатов. Так заключил председатель Конституционного совещания Бекбусон Борубашев, подводя итоги работы совещательного органа. Над документом эксперты трудились больше 2 месяцев, изучали, дополняли смысленно и редактировали грамматически и лингвистически. И вот теперь уже в окончательном виде документ передан в Джугурку-Кенеш. Депутаты, как сообщил Борубашев, закон рассмотрят. Общественных обсуждений не планируется. Обсуждение внутри консовещания, оказывается, им и было. Вносить свои предложения могли свободно и граждане, но без прочтения текста сделать это многие не смогли. Выставлять написанное же на ознакомление кыргызстанцам, по словам Борубашева, члены Конституционного совещания не были вправе, ведь не они авторы новой редакции Конституции. Но они, как команда профессионалов в юридической, правовой и лингвистической области, вместе с авторитетными общественными деятелями сделали все возможное, чтобы каждая статья Конституции защищала права гражданина, главные человеческие ценности и суверенитет государства. Очень много критиков выходит, что новая Конституция, она должна процедурно проходить общественное слушание. Да, в Конституции есть такая норма, что при принятии любого закона общественность должна принимать участие. Я абсолютно согласен. Но есть еще другая сторона. 22 ноября, которое в 2020 году было создано Конституционное совещание, и это и было общественное обсуждение. Тысячи, сотни наших граждан подавали свои предложения в редакцию новой Конституции, принимали активное участие в создании новой Конституции. Доработанная экспертами окончательная версия новой Конституции сегодня, как сообщается, проходит лингвистическую экспертизу в Джугурку-Кенеше. И это единственная причина, по которой утвержденный вариант главного документа страны пока не представили нардепам. Уже после того, как лингвисты завершат свою работу, Конституцию передадут парламентариям для рассмотрения в профильном комитете. Во всяком случае, того требует регламент. Рассматривать его нужно согласно той же Конституции, где прописаны все, весь порядок, каким образом вносятся изменения. И эту процедуру мы должны четко выдержать, чтобы не было потом к этой Конституции претензий, скажем, чтобы не говорили, что это неправильно принято, и потом на
на нашу Конституцию будут давать оценку и другие международные организации. Это тоже надо учитывать. Должно пройти в парламенте и расширенное обсуждение. Если нуждаются изменения некоторые, может быть, там статьи или пункты, то как высший орган, законодательный орган Джоркинеш, оно, я думаю, имеет право изменить. До 1 июня, как законом продлен полномочия парламента, до этого времени мы должны завершить все процедуры принятия новой редакции Конституции, назначения референдума, потом привести в соответствие выборные законодательства. То есть это тоже занимает определенное время. Предполагается, что первое обсуждение версии основного закона страны, проработанного Консовещанием, состоится уже на следующей неделе в Комитете по конституционному законодательству. Далее в первом чтении пленарного заседания. И так трижды. Только после 3 чтений документ по праву считается одобренным. Однако некоторые депутаты предложили сократить процесс рассмотрения. Якобы в сложившейся общественно-политической и экономической ситуации нет времени медлить. Потому после ознакомления в профильном комитете проект, по их мнению, необходимо сразу же отправить в Конституционную палату. При этом изменить что-либо в написанном членами Консовещания депутаты не смогут, считают некоторые их коллеги. Но есть и те, кто думает иначе. К примеру, Достан Бекешев уверен, что обсуждение новой Конституции не обойдется без дискуссий в стенах парламента. В законе о нормативно-правовых актах четко не написано, что такое общественное обсуждение. Там написано, что на сайте разработчика размещается проект целый месяц, и там провисеть, потом только можно приступать к его обсуждению. Что касается закона о регламенте Джоркинеш, там есть ошибка, что когда назначается референдум, приложение к этому референдуму, а в этом случае проект Конституции является приложением, он не обсуждается и в него вносить изменения нельзя. Но я считаю, что мы обсуждаем не какой-то же там маленький законопроектик, правильно? Мы могли бы изменить этот регламент. На все обсуждения и прочие процедуры у парламентариев есть всего пару месяцев. Уже 11 апреля, в один день с местными выборами, по некоторым прогнозам, в стране пройдет очередной референдум. На этот раз по принятию новой Конституции. Сабина Дамаскина, Эрлан Кемельбеков, НТС. В Токмаке сегодня простились с известным предпринимателем Алиджаном Ибрагимовым. Он скончался в Бельгии, как сообщается, от последствий коронавируса. Для предания земле его тело доставили минувшей ночью в Кыргызстан, в город Токмак, где Алиджан Ибрагимов вырос. Сегодня город был практически закрыт. На похороны известного земляка пришли многие токмакчане. Кроме проводить известного бизнесмена и мецената, в последний путь прилетели также его многочисленные коллеги и партнеры по бизнесу. В частности, по компании Euro-Asian Resources Group Александр Машкевич и Поток Шадиев. На похоронах присутствовали и многие другие влиятельные предприниматели из разных стран, и прежде всего из России и Казахстана, где Ибрагимов в основном вел свой бизнес. Выразить свои соболезнования семье усопшего также приехали многие кыргызские политики и бизнесмены. Чтобы обеспечить безопасность приехавших граждан на въездах в город, установили блокпосты, привлечена была местная милиция и другие службы безопасности. Официальная церемония прощания была назначена на 2 часа дня. Похоронили Алиджана Ибрагимова на кладбище близ города Токмок. Известный бизнесмен в 2019 году, по оценкам казахского Forbes, занимал 5-ю строчку самых богатых людей Казахстана состоянием в $2,3 миллиарда. В 2020-м, в октябре, это же издание приводило цифру в $900 миллионов. Ибрагимов, напомним, был совладельцем одной из крупнейших международных компаний по добыче минеральных ресурсов ERG. Известно, что он был женат и имел 4 сыновей. Алиджан Ибрагимов турасынан көп сөз айтса болады. Аны баштаганда айтышы. Про Алиджана Ибрагимова можно говорить очень долго. Рассказ нужно начать с его отца. Его отец помогал многим в Токмоке. Если у кого-то была проблема, то обращались к отцу Алиджана. Его звали Рахман Ака. Алиджан продолжил путь отца. Мы с ним ровесники. Вместе играли в футбол. Вообще он не только Токмоку помогал. Он помогал всей стране. Бүгін мына ақырғы жолға ұзататабыз.
Алиджан Рахмановича. Сегодня мы проводили в последний путь Алиджана Рахмановича. Это для нас большая утрата, ведь он строил много мечетей, больниц, школ, помогал ремонтировать и строить дороги. Он шел навстречу абсолютно всем. Мы все скорбим. Для нас это горе, вызванное его безвременной кончиной. Пусть земля ему будет пухом. Я знаю, что дети его тоже продолжат начатое Алиджаном. Добраться до России станет проще. Теперь в эту страну будет 3 авиарейса в неделю вместо 1, как это было в последние несколько месяцев из-за карантинных мер в период пандемии. В российском посольстве сообщили, что в ходе переговоров кыргызской стороны с правительством Российской Федерации удалось достигнуть договоренности об увеличивании авиаперевозок. Уже с 8 февраля рейсов будет 3 самолетами Аэрофлота и отечественной компании «Авиатрафик» по маршруту Бишкек-Москва. Чартерные рейсы также возможны, но для их организации необходимы веские основания. Дети Бишкека имеют право на образование, заявили сегодня на митинге родители столичных школьников. Они пришли сегодня утром к зданию мэрии, выразив свое недовольство тем, что дети уже год не посещают занятия, и у многих появились пробелы в знаниях, из-за чего все дальнейшие материалы даются с еще большим трудом. Кроме того, родители подчеркнули, что практически все школы в областях вышли в традиционный формат обучения, и только столица до сих пор остается вне классов. Успокаивать недовольных родителей бишкекских школьников муниципальные чиновники захватили с собой эпидемиологов и педагогов. Однако их аргументы убедили не всех. Решить вопрос с возвращением детей теперь хотят комиссионно. Подробнее расскажет Елисей Кирпиченко. Сегодня возле здания столичной мэрии состоялся митинг родителей, которые требуют, чтобы школы и детские сады открылись, чтобы работа продолжилась в традиционном режиме. Ведь онлайн-обучение заметно уступает по качеству традиционному, да и нагрузка как на детей, так и на их родителей заметно увеличилась. У меня 4 детей. 2 школьники старшего возраста, 9 и 10 класс, и 2 дошкольники. Я всегда была за социализацию. Мои дети, я по своим детям сейчас вижу, как им тяжело без общения. То есть мы, взрослое поколение, как-то еще адаптировались к тому, что сейчас происходит. А сын, мой адекватный сын, уже просто не может. Он плачет практически, я образно говорю, и говорит: мама, я хочу в школу. Родители констатируют, что качество обучения в дистанционном формате гораздо хуже того, что дается в реальном времени. И это не вина учителей. Последние выходят из ситуации как могут. Готовят презентации, снимают видео, сами решают все вместе с детьми. Но воспринимать информацию в электронном виде могут далеко не все. Не все понимают схемы и улавливают объяснения материалов на слух. Возникают пробелы в знаниях, которые должны восстанавливать родители. Но не будучи педагогами, домашние уроки чаще всего безуспешны. Еще одна беда, которую усугубило онлайн-обучение – это время у мониторов компьютеров и бесконечный контакт с мобильным телефоном. Вместо активного живого общения с педагогом и сверстниками, естественного контакта между всеми участниками учебного процесса, дети большую часть дня проводят дома, фактически в одиночестве в компании интернета. Родители говорят, что это отражается и на физическом, и на психологическом состоянии их детей. Может, еще и не полная отрешенность от реального мира, то уж точно первые сдвиги к асоциальному восприятию вещей. Мы потеряли уже год. Мы не хотим терять 2-й год. Мы хотим, чтобы наши дети были, я даже не знаю, как сказать, были тем, кем мы их видели год назад. Сейчас я их не узнаю. Я своих не узнаю. Ощутимая разница, и я это очень хорошо вижу. Почему именно государственные сады и государственные школы не могут открыть? У нас единственный этот вопрос, потому что эти качели, что сегодня откроют, завтра, в начале февраля, пошла информация, что теперь они пересмотрят этот вопрос в конце февраля. Если у них они не будут открывать, пусть они так и открыто скажут. Не надо винить нас обратно. Выходили, и говорили, что вы берете на себя всю ответственность. Нет, это неправда. Мы всегда брали на себя эту ответственность, родители. Те, кто хотят отправить детей, пусть они обучаются офлайн. Те, кто считает, что это неправильно, пусть остаются на онлайн-обучении.
Рядом с теми, кто просит вернуть их детей за парты, были и родители, чьи дети ходят в школы. Однако, по их словам, толка от такого обучения будет мало. Ведь, обучаясь традиционным образом, время урока сокращено до 20 минут. В среднем, если первое занятие начинается в 8 утра, то к 9:40 ребят уже отправляют домой. Такое расписание. В мэрии от ответа не стали уходить. И на пороге муниципалитета недовольных горожан уже ждали муниципальные чиновники, городские санэпидемиологи и работники управления образования. И у нас проводится каждый день регистрация случаев коронавирусной инфекции. И с 18 января заболели у нас зарегистрировано 7 случаев коронавирусной инфекции. При сборе эпидемиологического анамнеза дети пришли больными в школу. То есть в семье кто-то болеет. Или либо болеет мама, или либо брат. То есть школы, они у нас чистые, а в школах у нас инфекции нету. Дети у нас как бы разносчики, они приносят в школу инфекцию, и появляется риск возникновения, распространения коронавирусной инфекции среди учеников и учителей. Разрешение на функционирование частных школ Рыскулбекова объясняла возмущенным родителям тем, что в коммерческих заведениях в классах совсем маленькое количество учащихся, в то время как в госшколах переуплотненность составляет 211%. Вице-мэр по социальным вопросам Айджан Чиныбаева продолжила беседу с мамами и папами уже в зале мэрии. По итогам встречи было решено, что будет создана спецкомиссия, состоящая из представителей мэрии, санэпиднадзора, прокуратуры и других ведомств, которые совместно с родительскими комитетами обсудят вопрос с открытием школ и детсадов при условии, что родители не будут иметь претензий к государству, если дети заболеют. Отметим, что сейчас офлайн обучаются только ученики 4 параллелей – 1, 5, 9 и 11 классы. Елисей Кирпиченко, Джанарбек Докдурбекулу, НТС. Съели конфеты, купленные в магазине близ школы, и оказались в больнице. 6 третьеклассников угодили на больничную койку с сильным отравлением. Дети пожаловались на острые боли в животе, тошноту и рвоту, головокружение и слабость. Их положили в Волжскую межобластную объединенную клиническую детскую больницу. Врачи ставят пока диагноз отравления неизвестной этиологии. Однако, по словам директора школы, им удалось выяснить, что дети купили сладости в магазине, шоколадный крем в тюбиках, и поделились им с друзьями. В результате 6 детям понадобилась срочная медицинская помощь. Мужчину в изнасиловании обвинила собственная дочь. Она сама написала заявление в милицию, и ее версию подтверждает мать. Она же супруга арестованного. По информации правоохранителей, мужчина отрицает все сказанное девушкой и не понимает, почему она так поступила. Небольшое село, где проживает семья, шокировано ситуацией. И далеко не все верят в то, что их односельчанин мог пойти на такой шаг. Отзываются о нем положительно и высказывают разные версии ситуации. Девочка не единственная жертва, сообщившая о насилии. Еще одно заявление милиционерам принес парень в Джалалабадской области. Кубатку Аначпекулу подробнее. Вот уже несколько дней в селе пригородном Алабдинского района Чуйской области с уст местных жителей не сходит новость. В районную милицию пришла их односельчанка. 19-летняя девочка сообщила правоохранителям, что была изнасилована собственным отцом и не единожды. Она устала терпеть надругательство и просит о помощи. Первый раз родной родитель совершил эти действия с ней еще в 2019 году в возрасте 17 лет. Сложно подобрать нужные слова в таких ситуациях, говорят соседи пострадавшей. Джунусбай, Чаныбеков и Мукарам Джусубакунова живут по соседству уже около 5 лет. Говорят, что с трудом могут поверить, что отец семейства мог такое сотворить. Ведь за столько лет, что они его знают, ни разу не видели главу семьи разъяренным или пьяным. Уже, говорят, думали разное. А не обманывает ли девочка? Может, от обиды? Мало ли что еще повлияло. Я очень хорошо знаю своих соседей. Глава семьи, которого сейчас подозревают младше меня. Он очень воспитанный, только прилетел из России, проработал за границей 2 года. Я не верю, что этот человек пошел на такой шаг. Он не курит, не пьет. Сколько лет живем в этом селе, никогда не видел его в пьяном виде.
Когда услышали, мы были просто в шоке. Вчера приезжали представители местного самоуправления и сообщили нам, но мы не поверили им. Говорили, что он недавно приехал из России и уехал в родное село. В то, что случилось, просто не верится. Соседи рассказали, что у подозреваемого главы семьи и его жены 3 детей. Дочь заявителя старшая в семье. 2 года назад она попала в аварию, сломала ногу и передвигалась на костылях. А ее отец улетел работать в Россию, чтобы заработать на ее лечение. Даже мама, которая, к слову, подтвердила заявление дочери, сама не так давно рассказывала, что на заработанные деньги мужа лишь недавно прооперировали девочке ногу. Я всегда видела его жену. Несколько раз мы с ней общались. До этого сам Ильхом приходил, чтобы получить справку для дочери о ее инвалидности. Я не верю, что этот человек пошел на такой шаг. Возможно, дома была семейная ссора. Когда об этом люди сказали, мне прям не по себе стало. До выяснения всех обстоятельств случившегося задержанный останется в изоляторе временного содержания ГУВД столицы. Назначены все необходимые экспертизы, начато досудебное производство. В ходе досудебного производства сотрудником милиции была допрошена заявительница, которая пояснила, что 1 февраля текущего года, примерно в 17:00 часов, ее отец против ее воли изнасиловал ее. Случай сексуального насилия недавно был зафиксирован в Чаткальском районе Джалабадской области. В обществе остро обсуждается изнасилование 20-летнего мальчика. Как выяснилось, молодого парня насиловали 2 двоюродных брата в течение 1,5 месяцев, а затем еще и в течение 5 лет периодически принуждал его к действиям сексуального характера его сельчанин. И лишь спустя столько времени потерпевший обратился в правоохранительные органы с просьбой принять меры. Данный факт был зарегистрирован в Чаткальском РОВД по статье 162 Уголовного кодекса Кыргызской Республики «Попытка применения насилия сексуального характера». Начато досудебное разбирательство, назначены соответствующие экспертизы. Все 3 подозреваемых в настоящее время находятся под домашним арестом. На основании судебного решения проводится досудебное расследование. Кубат Хуанчпекулу, Турганьязов, НТС. Победы как любовь любым возрастом покорны. Сразить жюри конкурса «Мини-мистер мира-2021» намерен наш соотечественник из села Арашан Матвей Дайнека. Конкурс красоты пройдет в мае этого года в Турции. Матвей будет представлять нашу страну, хотя ему только 8. Но на подиуме перед камерами фотоаппаратов он себя чувствует весьма уверенно и комфортно. Но, очевидно, милая внешность не единственный конек парня. Он увлекается математикой и, кроме побед на конкурсах красоты, берет первые места Олимпиад. Подробности далее. 8-летний Матвей Дайнека скоро представит Кыргызстан на международном конкурсе красоты «Мини-мистер мира-2021». Несмотря на свой юный возраст, Матвей 2 года назад уже выигрывал такие соревнования в Москве и Астане. Я был в Москве и участвовала там в показах мод. И сейчас прилетел на свою родину. И я буду участвовать в показе мод «Мини-мистер 2021 года». Матвей живет со своими сестрами у бабушки в селе Арашан. Впервые мальчик вышел на подиум еще в детском саду. Затем снимался в рекламе. А 4 года назад он начал принимать участие в детских конкурсах красоты в Центральной Азии. Матвей также чемпион 2018-го по ментальной арифметике. Ему тогда было всего 6 лет. Матвей увлекается также изучением языков. Хорошо говорит на кыргызском, владеет, естественно, русским и практически уже освоил английский. В будущем талантливый мальчик хочет стать строителем. В будущем я хочу стать строителем, как папа. Матвей вообще-то начал с 16 года. И потом начал выступать в 17 году. Сперва тут в Кыргызстане выступал несколько раз. Мисс Обаяние, мисс... Это, в общем, много их названий. Потом его отправили в Астану. Он там выиграл гран-при. Потом уже в этом году летели они в Москву. И там тоже он выиграл гран-при. Сам, дочка говорит, сам папа Киркоров, говорит, выручал вот эту награду. Кыргызстан же в этом конкурсе участвует уже на протяжении 5 лет. А международный конкурс красоты проводится дважды в год. И в нем могут принимать участие девочки и мальчики всех возрастов. Сам Матвей настроен очень оптимистично. Я буду готовиться
к следующему показу мод. Раз я и в Москве выиграл, значит и в Турции выиграю. Я считаю, что он уже готов представить страну на должном уровне. Помимо Матвея поедут еще несколько детей в разных возрастных категориях, но мы сейчас в процессе поиска талантов и будем проводить много кастингов. Но я думаю, что именно Матвей принесет победу нашей стране, потому что он очень талантливый, умный, харизматичный, и я в нем ни капельки не сомневаюсь. Мы сейчас вкладываем много усилий в то, чтобы он действительно принес победу стране. Матвей Дайнеко был выбран для участия в конкурсе из числа лучших по результатам предыдущих соревнований. Отметим, что в этом году конкурс будет проведен в турецком городе Бодрум уже в мае. Отбор участников продолжается по сей день. Елисей Кирпиченко, Турган Ниязов, НТС. На этом все. Наш выпуск дополнит информация о погоде на завтра. Спасибо, что были с нами. До свидания.